Шалом. Недельная глава Пинхас. В этой главе говорится о всесожжениях, которые должны приноситься праздники Господни. Как мы знаем, всесожжение, вообще жертвы, курбан означает на еврейском языке то, что приближает человека к Богу. И вот эти приближения через жертвы всесожжения, а всесожжение это когда человек полностью, жертва всесожжения спаливалась, указывала на верующего человека, который полностью, целиком посвящает себя Богу, свой дух, душу и тело целиком посвящает. И вот приношение этих жертв, всесожжений, праздники, это курбан, то есть приближение к Господу, отдание себя целиком Ему. И вот это сопровождается посредством праздников Мадим, то есть времени этих священных, который Всевышний назначил своей воле, премудрости, поставил их, эти времена Мадим, уже в первой главе Брешит, первой главе мы читаем, в 14 стихе говорится, поставил солнце и луну для времен Мадим, для того, чтобы указывали это время, в котором именно эти праздники Господни, которые Пасха, Пятидесятница, трубы, судный день, Йом-Кипур и Кущей, где проходит именно человек эти приближения и целиком в этой серии праздников он делает восхождение душой своей и приближается к Богу. Поэтому очень важно, чтобы сегодня все, как иудеи, которые также являются народ Божий, они продолжают, как и всегда продолжали на протяжении всей истории иудаизма, соблюдать эти праздники Господними. Но однако мы видим мусульманский мир, христианский, они отступили, как и вообще в этой недельной главе говорится о отступниках, также глава. Также отступление произошло в этих монотеистических религиях, как мусульманстве, ислама и христианстве. И, на жаль, сегодня они не проходят это приближение, то есть праздниках Господних не делает их восхождение души, как это делают иудеи, мессианские верующие и прозелиты правды, которые присоединяются к обществу Израиля. Поэтому, дорогой житель планеты Земля, я обращаюсь к тебе, чтобы ты знал, что придет время, когда наш Господин Иешуа Машиаха будет именно управлять президентом, то есть он будет Машиахом, Мессием, главою всем. Сейчас он только главой является тем, который принадлежат телу его, то есть мистическому телу его, то есть находится в духовном собрании учеников Христовых. Но придет время, и эта власть, которая дана ему будет на этой планете Земля, вторым пришествием, когда придет наш Машиах Иешуа, Мессия, и он не позволит, чтобы именно на планете Земля какие-то страны, люди праздновали, устанавливают другие порядки, кроме тех порядков, которые установила Тора. Ибо там глаз Господа, там голос Бога произнес: соблюдайте все, что я сказал вам. И мы читаем уже в Захарии, 14 главе 16 стих, народы, которые не захотят праздновать эти праздники, вначале Господь не даст именно дождя этим странам, и они будут лишены именно урожая, и наступит именно голод физический. А если вторично они не придут на поклонение в святой город Иерусалим, на праздники и принести подаяние, все необходимое, десятины, приношения свои в Иерусалим, святой город, тогда и будут истреблены из планеты Земля таковые народы, которые не захотят служить тебе, Иерусалим, сказано, совершенно будут истребляемы таковые народы. Ибо из Иерусалима выйдет Слово Господне, Тора, которую именно будет направлено и посланники по всем территориям, континентам, планете всей Земля обучать все народы именно Слову Господнему.
И тогда Иеремия говорит 3:17: ради имени Господа соберутся все в Иерусалим. И Исаия говорит в 60 главе 23 стихе: и будут приходить субботы, новомесячные, на праздники Господни, на поклонение в Иерусалиме. И тогда Господь еще глубже раскроет эту тайну праздников, в которых мы осуществим великие благословения. И один из них праздник Шивот, в которой написано Исаии 25 главе: Господь назначит именно эти, когда начатки плодов, как приносилось в этот праздник, произойдут, и Господь назначит, и вкусим, и будет поглощена смерть навеки. То есть исчезнет смерть с планеты Земля. Мы получим бессмертие. И вот эти праздники определяют тот онный день будущности, и Всевышний назначил. Поэтому сказано в Евреям 10:25: не будем оставлять эти священные собрания, но будем усматривать в них онный день. И для народа Божьего сказано в Евреям 4:9: остается субботство, праздники все сие. Поэтому вся эта программа важна сегодня не только для еврейского народа, но и для других народов всей планеты Земля, чтобы вы присоединялись вместе с нами, как сказано в недельной главе Озыину, Второзаконие 32, мы читаем в 43 стихе: «Веселитесь, язычники, гоим», то есть другие народы, вместе с народом Божьим Израилем. А вот эти веселья и есть торжества, радости в празднике народа Божия Израиля. Поэтому сегодня я призываю всех, чтобы все жители планеты Земля любили еврейский народ, молились за них, помогали еврейскому народу, послужили ему телесно, как он послужил нам на протяжении всей тысячелетия, послужил духовно, дал нам Тору, заповеди Божьи, где сегодня все книги Тора на русском, на всех языках, дал нам Машиаха, Иешуа, и все благословения от этого народа пришли к нам. Поэтому важно, чтобы мы веселились вместе с народом, особенно в эти торжественные праздники, приходили именно и в синагоги, и везде на поклонение Господу вместе с народом в этом празднике, чтобы наша душа достигала эти вершины духовные, восхождения именно через эту программу праздников Господних, и мы достигли всех благословений, которые Господь закодировал в этих праздниках, и эти коды раскроются в ближайшее время, ибо земля наша наполнится ведением таковым, как моря наполняют моря. Сегодня несколько частей уже кодов раскрывается в разных сферах, поэтому каббалисты передают это сегодня на всей нашей земле. Раскрытие происходит, и каббалисты передают в своих книгах, в своих беседах и проповедях тайны Царства Божьей, тайны Торы. Поэтому я призываю тебя, чтобы ты также вошел в эту программу, серию праздника Господней, в которой в нашей недельной главе Пинхас и особенно говорится о всесожжениях, связанных из этой программы праздничной, чтобы у тебя была эта отдача праздников Господних, чтобы ты их соблюдал, в них именно так велся, как твой Небесный Отец не повелел тебе, что именно нужно делать в каждом из этих праздников, как вести себя, и ты слушал голос Отца Небесного. Тогда Господь будет с тобою, Он поднимет тебя на высоты, и ты вкусишь наследие Якова, ибо так уста его изрекли. Чтобы тебе не идти за тем, что человеческое, но следовать за тем, что Божье. А Божье – это то, что Он сказал, и эта программа из них праздники Господни называется. Да благословит тебя Господь, чтобы ты именно не оказался непокорным сыном, который именно празднует праздники разные, которых вышли по разным причинам, включая даже богов языческих и разных обрядов язычества, а удаляясь и предавая в забвение праздники Господни, чтобы ты именно предвел в забвение то, что человеческое, а вот то, что Божье, ты помнил и передавал своим детям, чтобы они всегда покоились в эти праздники и соблюдали, радовались в это время, именно находились в связи с Господом, и потому что это день как суббота, освященный, через который именно идет познание Господа, как говорит Иезекииль 20 главе 12 стих, «И дал им субботы, дабы они знали, что я Господь, освящающий их». То есть познание и освящение происходит через эту программу праздничную. Да благословит тебя Господь, чтобы ты пошел путем праздников Господних. Аминь.